Здравствуйте, меня зовут Антон, я представляю некоммерческую организацию «Человек», которая борется о правах обманутых дольщиков. У нас сейчас будет 3 истории конкретных, когда людей обманули, кинули, получается. Люди пострадали от мошенничества застройщиков, и которые хотят рассказать про каждую, про свою конкретную ситуацию. Вот, слушаю вас. Меня зовут Любовь Илларионова, я пострадавшая от компании «Сахагранстрой». С 2016 года я оплачивала ипотеку за воздух, так как мне дом не построили. Я заказывала дом под ключ в Сельяно, да, и до сих пор я оплачивала ипотеку за воздух, да. И у меня в группе 20 семей пострадавших, но по постановлению вот уголовного дела там около 40 семей еще есть, еще люди есть пострадавшие. Потом в 2021 году по дальневосточной ипотеке там пострадали тоже молодые семьи. Это ООО «АЛАС». Ну, там вот «Сахагранстрой» и «АЛАС», они связаны, потому что там родственники, вот слайд там девочки сделали, и там вот руководитель «Сахагранстрой» и «АЛАС», они все родственники, братья, и вот, к сожалению, каждым годом людей все больше становится пострадавших по ИЖС. Ни одному из семей дома не построены. Давайте уточним, вот эта группа, которую вы состоите, это именно обманутые люди по ИЖС. Именно по ИЖС обманутые люди. Да, и в эту группу входят не только те люди, которые пострадали конкретно от этой компании, да? Там, получается, много других компаний было помимо. Да, да. Там еще разные компании есть, но там не так много, но по 5 человек, по 6. И на днях мне вот тоже в группе пишут, что ситуация для меня кажется вообще чудовищной, потому что это все-таки индивидуальное жилищное строительство частных домов. То есть это не многоквартирный дом, который требует инфраструктуры, коммуникации, огромного капиталовложения. То есть это участок дома, фундамент и получается частный дом, да? Да. И даже в таком случае люди ведут себя недобросовестно. Это, в моем понимании, прямое мошенничество. Это мошенничество, потому что мы влезли в долги, там материнский капитал, ипотека, кто-то дал свои накопленные деньги, да? И эти есть программы, есть государственные, и никому дома не построили, даже не выезжали на участки. Это у нас получается по городу Якутску и Улусы. Амгинский, Чорапча, Нюрба, много-много. Вот. То есть эта компания строила дома не только в пределах города, но и в Улусах, правильно понимаю? Да. То есть она брала деньги, в вашем случае, я так понял, вообще ипотека. То есть вы платите деньги за то, за что вам услугу никакую не оказали. Я выплачиваю деньги каждый месяц Сбербанку, вот ни за что. Взяли на большой срок, правильно понимаю? Конечно, на 10 лет. И платите уже сколько лет? Ой, я 17-го года, это 6 лет уже прошло. 7-й год, считайте. А когда вы поняли, что вы связались с недобросовестными застройщиками и что нужно бороться за свои права? В 2017 году они обещали нам с июня по август построить за 2 месяца под ключ дом в деревне. И осенью я в сентябре уже приехала в город, там уже закрыто дело. Все. Уголовное дело, кстати, у нас в 2018 году вот возбудили, постановление есть, то, что вот нас признали потерпевшими, но до сих пор дело куда ушло, мы не знаем, говорят, что прокуратура решит. И мы бы хотели, чтобы там завершение какое-то было, потому что пострадавших все больше. Наверное, пример берут с этой компании. То есть, получается, вы не можете найти концов. Люди, которые организовали эту компанию, объявили себя банкротами, правильно понимаю? Эта компания уже не они существует. себя не объявляли. Просто вот уголовное наше остановилось, я не знаю даже, что думать. То есть компания существует, правильно понимаю? Ну, они переименовались или что-то такое. А вы подавали суд на эту компанию? Мы подавали, да, тоже бумаги у нас есть, то, что есть. И что, какое было решение суда? Никакое. Верховный суд мы в 17 году, пару лет назад, в 2020-2021 году, да, ходили в Верховный суд, сказали, что возвращают. Да, следствие. Да, следствие. И все. Следователи у нас вообще очень много менялись, и я даже не знаю сейчас, к кому обратиться. Кто в отпуск уходит, кто пандемия была, кто больничный, я не знаю. Просто... Вот между небом и землей ходим, просто деньги оплачиваем. Почему я просто правду напрямую говорю, что это мошенническая схема? Потому что на строительство дома не нужны такие большие ресурсы. Это в первую очередь. То есть у вас, в вашем понимании, то есть в моем понимании, у вас остался такой участок, да, на котором голое поле. Ни фундамента, ничего нет, никаких построек, ничего, даже забора нет, по большому счету. И вы продолжаете платить ипотеку. Да, мы продолжаем платить ипотеку за воздух. И сколько людей, которые состоят в вашей группе, конкретно эта компания обманула?
У меня две группы есть. В Асаха Грандстрой у меня 20 семей, в каждой семье 5, 6, 7 человек. И вот год назад другая группа объявилась, АЛАС, ООО АЛАС. Они по дальневосточной ипотеке пострадавшие молодые семьи. Новые программы же есть по ипотеке, да? На строительство дома. Ага, вот. Тоже частные дома не заказывали. Ни одному из этих людей, ни одной семье вот этот АЛАС не выезжали. Вообще тупо деньги собрали в офисе и все. Тоже ипотеку. Да, поэтому молодые семьи тоже сейчас вынуждены снимать квартиру, жилье в городе и перебиваться. То есть, если я вас правильно понимаю, то в этой группе пострадавших людей, которые вложили свои кровные деньги, взяли ипотеку, воспользовались материнским капиталом, никому из них ничего не построили. Правильно? Вообще ни одной семье ничего не построили. Ни одной. Не, ну ситуация, конечно, чудовищная, ее нужно максимально осветить и максимально бороться за свои права, за свои деньги. Конечно, надо бороться. И люди, которые такое совершают, они не должны быть наказаны. То есть, мы понимаем, если человек, получается, купит свои кровные деньги, там, откладывает, хочет лучше свое жилищное положение, и такая ситуация происходит. И если следственные органы так себя ведут, нужно подниматься выше. А тут следствие вопроса, а куда наше дело вообще делось, и конец, будет ли конец, почему так происходит? Почему никто не может вот этих мошенников, да, посадить или как? Вот единственный выход, чтобы они сели в тюрьму, я так прямо говорю. Потому что мне надоело, я 6 лет, 7-й год оплачивала ипотеку каждый месяц, просто деньги уходят на ветер. Ладно, там хотя бы что-нибудь построили, коробку, нету ничего. И вообще ни одной семьи. Это прямые мошенники, то есть уже повторяюсь, конечно. Но за свои права нужно бороться, это нужно максимально осветить все. Давайте мы услышим вашу историю. Так, у меня тоже ситуация схожая, тоже по категории ИЖС. Мы пострадали от компании ООО «Саха Гидроэнергострой», где генеральным директором являлась Омукова Василиса Викторовна, а зам генерального директора Васильев Руслан Васильевич. И наша семья в 2012 году вложили в эту компанию денежные средства свои, да, на постройку частного дома на их земельных участках по Покровскому тракту на 12 километре. Но в результате все время они нас кормили разными, ну, то есть успокаивали, получается, да, оправдывались там, вот, как-то затягивалось все. Они говорили, что это земельные участки под сельхозназначение, и их надо переводить на строительство индивидуального жилого дома, и все документы находятся, они передали в мэрию, и вот они находятся на оформлении, то есть в мэрии. Мы все время, вот, у нас во время собраний и так далее, они нам так говорили. Давайте тезисно, получается, подойдем с самого начала. То есть для того, чтобы приобрести свое жилье, вы же не брали ипотеку, это были ваши личные средства, да? Ну, наша семья, например, мы, да, накопили, ну, то есть, можно сказать, мы продали свою однокомнатную квартиру, где мы проживали двое наших детей, и мы с супругом 4 в однокомнатной квартире проживали, и муж у меня является инвалидом по бронхолегочной системе, и поэтому мы максимально хотели улучшить жилищные условия, да, чтобы... У вас было больше площади, правильно понимаю? Квадратных метров на каждого члена семьи. Да, ну вот то, что мы заказывали, да, оно, конечно, побольше вот, в частном доме, не как однокомнатная квартира в благоустроенном доме получается. И то есть мы у нас цель была, чтобы чтобы комфортно было нашему отцу. И еще из вашего разговора я услышал, что тут двойная мошенническая схема. Почему? Потому что та земля, которая должна была идти по строительству этого частного дома, не была в собственности компании до конца. Правильно понимаю? Ну, оказалось так, мы в конце узнали, что, оказывается, эти земельные участки находились в обременении у них, и поэтому потом мы даже лишились этих земельных участков, потому что мы их выкупили у них, получается, да,
эти земельные участки. И кроме нашей семьи, там по Следственному комитету 61 семей там. Они, вот, и, ну, по каждому конкретному случаю я точно не могу сказать, но имею 20, ну, в списке имею как представитель вот, по борьбе ну, по борьбе, по правовой борьбе с этим мошенничеством, то есть имею вот список, где числится 20 семей. 20 семей, это как он был создан как народный реестр председателем НКО «Квадрат» Сергеем Павловичем и депутатом Еленой Христофоровной Голомаревой. И вот, ну вот в этом списке конкретно, и тут в этом списке все являются пенсионерами. Очень, ну то есть даже скажу, вот, например, 35-го года есть рождение человек, который заслуженный юрист Якутии, ветеран тыла, например, да, есть так, есть тоже пострадавшая, которая 40-го года, да, она тоже отличник здравоохранения СССР, ветеран труда РСФСР, и она относится к категории дети войны, например. Вот таких все пенсионеры. То есть это такие, условно говоря, такие категории, что... социально незащищенные люди. Давайте Да. вставлю ремарку еще, Да. правовую. Мне вот самая интересная ситуация, как дома, которые полностью не являются собственностью этой организации, которые находятся в обременении, можно давать под индивидуальное жилищное строительство и брать за это деньги просто. Я не понимаю, что за правовая коллизия вообще, как это все возможно. Ну вот это в 2012 году это было, видимо, возможно, но мы, конечно, доверились этим людям, что там, ну, конечно, у них там документы были и так далее, мы со всеми документами ознакомливались и так далее, не просто же мы принесли им деньги и отдали, мы выслушали их, то есть у них были условия, потом по тем временам квадратный метр тогда стоил 25 тысяч за квадратный метр. Это в 2012 году получается. А сейчас сколько лет прошло уже? 11 лет уже прошло, и это, то есть мы остались, вот эти семьи, которые вложили туда деньги, да, на строительство индивидуального жилого дома, остались без своих кровных денежных средств, без дома и без земельных участков. Ваша ситуация вообще чудовищная, видите, что я вас перебил, потому что вы продали свою собственную квартиру, вы внесли сюда деньги, абсолютно остались ни с чем, даже участка не осталось ничего. Схема абсолютно мошенническая, и вообще вот мне вот эта правовая коллизия, то, что допускалось тогда в то время, допускается сейчас, я просто, у меня где-то эмоции немножко переполняют, потому что вообще непонятно, как такое вообще возможно. И вы, как сейчас только что сказали, что там очень много среди пострадавших людей, которым уже немало лет, которые Некоторые семьи тоже. Есть. и недобросовестные там. Есть заслуженные артисты, например, вот, ага. И потом в республике, получается, да, и потом мы правовой суд тоже проходили, то есть, чтобы там они вернули, да, через суд. То решение было положительным, но они нам не вернули. Вот это вот, зачем тогда эта схема, например, вот судебная, да, считай, решение суда положительно, чтобы они вернули, возвратили нам вложенные деньги, тогда еще в 2016 году, получается. Ну вот, да, до сих пор, то есть мы давали судебным приставам, да, вот по судебному решению, они нам возвращали, да, эти решения суда, потому что у них в этом, да, в этом уже ничего нет. У нас все, или как называется там у них. Компания себя объявила банкротом, правильно? Нет, банкротом они не объявили, но у них на счету уже денег не было. Уже все там они расчистили, и все. И неоткуда брать деньги. То есть нам вот так объясняли судебные приставы. А те лица, с которыми с вами работали, ну, владельцы, скажем так, этой фирмы, они сейчас вообще выходят на связь? Нет, конечно, но вот с большим трудом и настоянием вот, ну, нашими, да, мы, в общем-то, добились столько. Это в 2015 году мы, в общем, подали на них, получается, чтобы возбудили уголовное дело.
Но уголовное дело возбудили, представьте, только через 3 года. Никто нам не верил, не хотели верить, да, что, вот, ну, что это мошенничество и так далее. И вот с большим трудом добились вот, возбуждения уголовного дела. Потом длительно было следствие, это и с 15 по 18 год следствие. Потом передавалось это все в судебные органы, это почти год тоже. И в прошлом году только в октябре был суд. И хотя там они группой действовали, да, группой лиц действовали именно вот в этой компании, но вот подсудимой только лишь одна была, Амукова вот Василиса Викторовна. Все остальные как бы, ну, то есть остались как будто не причастны ни к чему. Тем не менее, они там и подписи ставили на документах, получается, собрания проводили, там, ну, разъяснения такие, как, ну, менеджерскую работу и так далее, все они проводили. Вот те, они остались просто, ну, вот так вот, то есть их вообще не это, не наказали, А получается. вот вы упомянули Амукову. Это какой-то главный учредитель, правильно понимаю? Генеральный директор? Как генеральный директор этого ООО «Саха-Гидроэнергострой». Зам генерального директора Васильев Устван Васильевич. Взяли деньги у вас, ничего не сделали, и не осталось даже Ничего, участка, да? никаких там это строительных, там подготовки по строительству и так далее. Ну что, хотя бы какой-то там, какой-то процент. Нет, нет, все ноль. Как там, да, там прямо вот, как говорят, как конь, да, конь не валялся, или как же говорят, же вот там, вот, да? Ну, это, да, Там это, вообще ничего. слушай, чисто мошенническое. Лес лесом стоит, как природа была прежде, так и стоит. Там никаких этих подготовительных работ не производилось. А напомните, сколько вы, наверное, состоите в группе, да? Да, я Пострадавших? Сколько там представитель, семей это, примерно? да, получается, по Следственному комитету 61 человек, получается, да, а у меня вот есть список, мы вот как-то вот упорядочивались, да, получается, и здесь состоят 20 семей, получается. Ну, я говорю семей, потому что за одним человеком там стоит вся семья, получается. Ну, эта ситуация, конечно, безобразная, нужно максимально огласки Да. придать. Мгм. Так, давайте с вашей ситуацией знакомимся. Меня зовут Владимир Сергеевич. Я являюсь заместителем НКО «Квадрат» оказания содействия горожанам участие в дорожном строительстве. У меня такая ситуация, что я заключил договор подряда с ИП, с неким Николаем Николаевичем. И прошел срок постройки, ну, то есть там определенные срока были установлены, 1,5 месяца. Срок прошел, застройщик не выходит на связь уже около... Давайте все-таки сначала сделаем, то есть ИП, вы под что, это, под что было получается? Вы же строили жилищное строительство, правильно? Тут В этом году, вот буквально в начале года. 1,5 месяца на связь не выходил, на данный момент непонятно где он, в конторе его нет, в конторе там 2 человека, тоже не знаю где он. Но у меня вопрос такой, что часть средств, которые были переданы ему, то есть они защищены были около, ну, больше полумиллиона были защищены счетами скрол. То есть на данный момент они лежат в банке, но часть, 1,5 миллиона были переданы ему как первоначальный взнос. И уже 1,5 месяца не уходит застройщик на связь. В вашем случае это ипотека, правильно? Да. И вы продолжаете ее платить? Да? А собственность, ну, земельный участок ваша собственность? Да, собственность. Но это ИП, то есть ИП, это, я так понял, что это какая-то просто строительная фирма, которая занимается строительством частных домов. Да, так и есть. Они оказывают услуги по строительству домов, то есть вы заключили с ним договор просто. Как Да, называется? было уже. Как называется? Как организация называется? ИП, говоришь. ИПшник. А имя, отчество как это? Николай Николаевич рассказал. А фамилия? Павлов. Павлов Николай Николаевич, да? То есть вы, как вот вы, получается, вы увидели там рекламу, как вот просто, скажите Да. более подробно, как это все было. Ну, также, да, вот получилось, что надо было просматривать все организации и в первую очередь сама цена. Ну,
Цена работы, Да, правильно? цена работы удовлетворила нас. То есть договора они все сами заключают, смету сами составляют, материал тоже они сами занимаются. То есть материал на участок нам приводят, там все документы сами делают. То есть, Смету сами составляют. да, нам было удобно с ними работать. И они находились непосредственно рядом вообще. Ну, то есть, чтобы далеко не ходить, непосредственно в черте города. Вот, и так получилось, что на данный момент, пока ситуация никак не решается, застройщик не выходит на связь. А процесс стройки вообще начался, нет? Ну, он как бы начался еще в самом начале, когда был заключен договор. Они сделали фундамент ленточный, и Мгм. на этом стройка закончилась. На стройматериалы, то есть они же должны... По смете? По смете. То Да. есть стройматериалы есть. Стройматериалов нет. То есть они составили смету, а смету стройматериалы они не завезли Да. на участок, да? Уже около полутора месяцев он обещает завести материал, до сих пор его не видно. Так, полутора месяцев. То есть выходит на связь, не выходит на связь? На данный момент нет. Не выходит, да? То есть взял, то есть данный, это не застройщик, то есть эта компания взяла у вас деньги, составила, обещала построить дом, дом не построила. В вашем случае остался только участок с ленточным фундаментом, Да. и данный, получается, персонаж с вами на связь не выходит. Да. То есть мы видим, получается, мошенническую схему опять. Так и есть. Как наш случай, да? Ну, Аналогично. аналогично, Да. уже продолжается, получается, То есть да, это обман, это уже очень обман плохо. продолжается в категории ИЖС. А вы уголовное дело заводили, обращались куда-то? Пока что нет. То есть вот ваш случай в том, что это произошло не так давно, правильно Да. понимаю? Да. Пока никуда не обращались. Нет. Ну, это тоже необходимо продать огласки, естественно, но обращаться уже, наверное, не надо. Обращаться, в первую очередь, в прокуратуру, в следственные органы. То есть Сразу. сразу, да. Потому что есть уже инцидент, есть уже акт мошенничества. То есть нужно все это делать. Но я вас пригласил не для того, чтобы просто там вы там рассказали про эту ситуацию, чтобы вы просто вместе его прочитали. Да. Нужно делать работу. А вот мы работаем с Евгением Романовым, то есть Кожуховым Евгением Романовичем, народным депутатом Утумен, который написал письмо Губеру Виктору Николаевичу, заместителю председателя Государственного собрания Утумен, который заседает в Утумене, является главой Рискома КПРФ. Он напомнил о том, что 15 февраля 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть выделение дополнительных средств для быстрого решения проблемы банных застройщиков. Деньги были выделены. В 21 году. Да, выделены, получается, Республике Саха-Якутия в размере 400 миллионов рублей. Деньги эти не реализованы. То есть уже поступила информация, наш юрист подал запрос, деньги пока не вложили людям, которые в них нуждаются, которые банки-дольщики. И вот у меня вот еще один такой правовой вопрос. Вы все, то есть у вас трое, и вы все, получается, вложили деньги в ИЖС, в индивидуальное жилищное строительство. А в правовом поле вы можете рассчитывать на те деньги, которые там выделены в бюджет Республики Саха-Якутия? Конечно, мы хотим вообще, чтобы закон... Закон был это исключено, правильно? Да, как обманутые дольщики. Мы, например, категории Ну, ЖС вообще законом не защищенные. То есть многоквартирные дольщики многоквартирных домов, они же вот если обманутыми считаются, да, например, а мы ИЖС вообще вот как будто вообще да, ни к какой этой категории не относимся, то есть мы даже не являемся обманутыми дольщиками, получается, и то есть мы законодательно тоже Не не защищены. защищены. Ага, но это же тоже жилье, то есть это испокон веков на севере, то есть это частные дома, мы с детства проживали в таких домах, получается, да, и почему индивидуальный дом не является, ну, то есть так же, как и МКТ, жильем. Ну, с правовой точки зрения, вы берете на это деньги, на это даются деньги с ипотеки? Даются, получается. То есть дается ипотека на строительство дома конкретно. Заключается договор с конкретным, получается, лицом юридическим, который должен оказать нам услуги. И вот АЛАЗ, вот ООО АЛАЗ, пострадавший вот Дальневосточной ипотеки молодые семьи, да, там рекламу делала менеджер Сбербанка сама и рекламировала вот эту компанию АЛАЗ. Берите ничего себе. ипотеку, вот слайд мы делали, там все есть. В той группе очень активные люди, девушки, да, они все сделали.
все вот эти там есть. Кто родственником является вот Сахагранстрой, Алаз, да? И вот этот слайд, вот это видео тоже есть, где вы рекламируете. Вступаете в ипотеку, да, по восточной ипотеке. То есть она с ее преподнесения И получается. просто да, так, и никто информирует, не получается, эту фирму, Тут получается. ситуация еще такая, потому что Я могу предоставить. когда сотрудник такого крупного банка, у людей же как получается, как возникает сразу такое выражение, есть ассоциативный ряд. То есть получается, он видит Сбербанк, у него сразу ассоциация Сбербанк, серьезная организация, естественно, крупнейшая в России, застройщики. Значит, это застройщики тоже да, то есть застройщики. У них ответ был такой, ну, это просто реклама, а дальше будет. И еще скажу, что вот, например, вот у нас материал строительный материал был пенополистирольные эти панели, то есть даже не деревянные. То есть То есть у вас каркасный дом, да, правильно? ну да, получается, они быстро возводимые дома, получается. Самое главное, недорого. Да, недорого, да, было, и вот это даже не деревянные дома, представьте себе, это пенополистирольные вот и панели, да, из панелей должны были построить. Ну, вот, до сих пор мы... Если в 2017 году только Сахагранстрой, да, ну, огласка была, вот мы начинали. Сейчас много Профстрой, Нордстандарт, какие-то еще очень много компаний. И вот на днях тоже вот сказали, что еще есть. Но теперь и пусть поэтому это какой-то защитный Еще механизм много, да. для населения по строительству частных домов должен быть обязательно по нашей республике, потому что это же регион, который именно, ну, то есть, ну, здесь, как бы, как сказать, частные дома, они, получается, здесь, ну, котируются, каким словом? Востребованы, вот именно востребованы, то есть, ну, даже в спокойно городе люди где-то- хотят частных домах жить. Да, даже вот, да, сейчас вот, да, ИЖС, они много строительства. Но с правовой точки зрения, ну, это абсолютно незащищенный закон. Да? Мы уже это, все этапы прошли, получается, вот начиная с городского суда и вот заканчивая вот этим уголовным судом. И по уголовному суду вот этому генеральному директору, ну, то есть как подсудимая получается она, да, тогда это, ну, то есть мошенническая схема уже там ну, уже уточнена точно, и этот условный срок у нее. И вот она в течение 5 лет она должна с нами как бы рассчитаться якобы, да. Год вот уже. Это вот никакой тем- конкретики, да, сразу говорю, вообще- никакой конкретики вообще. То есть, вообще, во-первых, с правовой точки зрения нужно менять законодательство. Незащищенность, это раз, чтобы там другие люди там были более защищенные и не пострадали, как вы. То есть, ну и в вашем случае тоже нужно добиваться справедливости, потому что вы платите ипотеку, вы остались без жилья. Без жилья, и тут тоже ипотеку мы, получается, больше 10 лет ипотеки есть, которые выплачивали, и мне уже выплатили эти ипотеки за тоже за Волхов, получается. Это не я же одна здесь состою. Это есть те, которые ипотеки оформляли, и вот они тоже уже это закрыли. Это индивидуально жить. Да, это все вот в одной компании, и вот одни и те же условия были. Не утверждается то, что это не многоквартирный дом, то есть, да, то есть это частное строительство получается. Семья инвалидов же есть. Они субсидию инвалидов социальные Вложили, да? Ага, Вложили по программе. 3,5 миллиона. Потом есть там, которые накопленные свои наличные, материнский капитал, потом обеспечение жильем молодых семей и улучшение там что-то вот. 2 программы были, государственная программа были, 2 семей, молодые тоже. Ну, категория разная. Ага, да. Ну, половина почти, конечно, ипотека. Ну, мы, вот хотелось бы, конечно, мы столько вообще обращений делали, ведомства, да, во все ведомства, которые причастны по строительству, мы везде мы вообще вот эти письменные обращения делали, но никаких, как сказать, результатов мы не видим, все на мертвой точке все стоит, и
нам бы хотелось, чтобы хотя бы создалась бы рабочая группа, которая бы занялась нами, нашей проблемой именно вот тогда только определиться, да, кто пенсионер, кто инвалид, да, кто там категория ветеран труда, то есть ветеран тыла, ветеран, категория ветеран, ну, категория дети войны, например, да, вот такие заслуженные работники, вот так вот, заслуженные артисты республики есть, России тоже даже есть. Вот такие люди пострадали, и получается, никто на нас, получается, внимание С правовой не точки зрения обращает. человек, который, да вот простыми словами, если человек Да, хочет ну, построить свой собственный дом, он не строитель, он не умеет сам строить дома, конечно. получается, он не может нанять бригаду, но человек занимается, допустим, в какой-то бюджетной сфере, он накопил какую-то сумму денег своих кровных, чтобы жить в своем частном доме. Берет, вкладывает деньги в какую-то конкретную фирму, которая обещает ему золотые горы, там, что все это будет быстро, берет ипотеки, продает свое жилье, как в вашем случае, и абсолютно не защищен в правовом поле. Как их получить? Ну эти же компании же регистрируют. Это вот и выходит на чистую воду, это все и на поверхность воды, это все выплывает. Это вот. И представляете, мы уже сколько лет страдали. Да. Это же очень тяжело, просто так за выход деньги Да, снимают с это карт. просто кошмар, конечно. И вот так живем. Ну, Желаем, бороться, конечно, нужно. Я вот все-таки уверен, что вот эти деньги, которые счетная палата получила, 400 миллионов, вы имеете право на них. конечно, и огласку надо обязательно взять. И потом мы, вот, например, пострадали, но и к кому мы должны обратиться вообще, вот, если мы пострадали, и, ну, в первую очередь, конечно, мы обращаемся к власти, получается, к республике, да, чтобы была какая-то поддержка, помощь, да, а вот до сих пор, получается, больше 10 лет мы вот так вот сами как вот бегаем, так и вот телесно, да, сами физически, вот так и находимся между небом и землей, получается. И эти вложенные деньги уже давно обесценились. На эти деньги мы уже квартиру не купим. Сейчас однокомнатная квартира уже 6 миллионов стоит. Да, инфляция неделю построить. Инфляция большая, и вот эти деньги считается вот столько надо. Ну, не только квартиры подорожали, ну и стройматериалы подорожали. Построить дом сейчас стоит очень дорого, на самом деле. Сейчас Но это не ответ, что материалы Да. подорожали. Нам 7 лет назад так говорили. Подорожало все. ну вот и хотелось бы, конечно, чтобы такая, чтобы, ну, как сказать, да, защитили наши права, и чтобы вот именно реальные действия, чтобы были не просто так вот отписки, да, письменные. Вообще у меня там целая вот такая толстая папка, и не одна, 3 папки у меня имеется по данному, ну, то есть по данной проблеме. Да, и вот также как на бумажном этом и носителе, и так и все лежит, и никак не сдвигается. Мы все и в Минстрой обращались, и куда только мы не обращались, и к Кубовскому даже мы обращались, да, ведь Не везде просто отписки, правильно понимаю? отписки, но по которым вообще никаких действий реальных то есть не проходит. То есть вы обращались и в мэрию, и в правительство. И в мэрию обращались, и вот так вот, все время вот так вот выслушивают, и все. На этом вопрос как бы закрывается. Ну, как бы остается, эта проблема как у нас оставалась, так и остается. Ну, я вот как заместитель некоммерческой организации «Очаг» постараюсь максимально, то есть, придать эту ситуацию чудовищную, все три варианта чудовищные, в моем понимании, придать максимальной огласки и максимально в правом поле помочь вам, то есть, чтобы вам выделили средства, ну, то есть мы будем писать, куда можно, и чтобы вам помогли в решении ваших проблем. Ну, я вот слушаю вас, огромное количество людей пострадало, да, и то, что они не защищены в правом поле, вот это вот больше всего, конечно, Например, расстраивает. по списку, да, где вот 20 человек, ну, 20 семей, там более 32 миллионов получается, ну, сумма, то есть она, ну, потеряна, получается, у людей. То есть это могут быть и проданные квартиры, и где-то деньги взятые в кредит, и ипотеки, и просто отложенные деньги там. Ну да, что У всех по-разному. у всех разные цели, конечно. У всех все разные семьи, поэтому и разные истории.
Застройщики взяли деньги, не построили ничего, и даже земля не является вашей собственностью. То есть это вообще ничего не получили. Да, получается, и вложенные деньги потеряны, дом не построен, и земельный участок тоже потерян, получается. Ну, то есть, Ну, с вами будем работать. То есть я все-таки, наверное, у вас еще возьму документы, которые я отсканирую, допустим, и отправлю куда можно. Спасибо, да, спасибо, что... А можно ли Марочку? Вам Да, будет конечно. Коллеги не рассказали об одной ситуации. О том, как Представьте, пожалуйста, то есть... прийти? Да, наверное, все-таки вы... Давай. Зовут? Роман Сергеевич, председатель «Квадрат». Я вообще рад, что общественная организация начинает объединять свои усилия. Но в данной ситуации НКО ваше, оно нам известно, да, мы сотрудничаем и с вашим депутатом на межфракционной основе. И про плод знаем, чего добилась ваша НКО, ваш самый большой успех, такой восхитивший нашу работу, помните, да? Это кооператив «Инициатива», действующий на всю Россию, обманувший там не одну сотню тысяч людей. И, как помните, вы, наверное, девушки, помните, что Российская Федерация из своего бюджета закроет этот вопрос, в том числе и обманутых социальной инициативы Республики Саха-Якутия. А что вы хотели сказать? Я что хочу подвести-то итог. Вот девушки рассказали, и Владимир Сергеевич рассказал о том, что существует проблема роста обманутых именно в сфере ИЖС. Но мы собственно, как организация, которая занималась этим вопросом, мы пробовали все механизмы. Сейчас вот скоро ведется закон 444, который определит по-иному роль законодательных органов и представителей законодательных собраний, я имею в виду законодательных. Очень надеемся на то, что когда законодатель будет обладать правом и возможностями уже госслужащего, а именно об этом говорю, что, может быть, наконец-то повернется вот эта структура, которая должна вырабатывать массу законов в защите людей, то есть, собственно, избирательную ситуацию. И, наконец-то, в республике появится законодательная вот эта вот инициатива на городском уровне, на республиканском уровне, на уровне УЛУСов, где, я полагаю, что обманутых, вы, наверное, подтвердите, да? Законодательные инициативы О защитных механизмах. Вот если у нас Владимир Сергеевич начал говорить, я бы попросил вас, Владимир Сергеевич, на своей практике рассказать о защитном механизме, как защищают банки ИЖСных застройщиков, так сказать, ИЖСников, то через банки, механизмы скроу. Вот потом расскажите. Но они недостаточны. Надо включать механизмы административные. То есть это технические присоединения, электричество, свет. Необходимо понимать, что для защиты именно вот этой вот категории граждан необходимо СРО делать. Вот у нас есть по МКД СРО. Почему нет? Вот мы обращались не раз, собственно, и в нашей стране не против нам помогать, но опять же и понимает, что надо это СРО вводить и по ИЖС, действительно. Только так можно отсеять мошенника. Мы же выгнали мошенника на сегодня из города. По МКД нету мошенничества. Вот. Надо создавать этот защитный механизм уже. Ну, компания должна обладать какой-то капитализацией, правильно понимаю? Чтобы у нее были средства, что она имеет право заниматься этим. Просто В интересах Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия прекратить вообще обман в жилищной сфере. И в кооперативной. 215, 190, 193. И прекратили же в 214 федеральном законе долевое строительство. И в ИЖС. Более того, пересмотреть политику в кооперации, вот это вот строительной, это же мы сейчас говорим, вот только что коллеги говорили о росте цены за квадратный метр, там, и стоимости квартиры, то кооперация может дать другие цены за жилье. Надо пересматривать подходы. Может быть, формировать наконец-то по... Владимир Сергеевич, вы расскажете свои предложения? Вы же молодежь пришла, вот, слава богу, у нас квадрат пришла молодежь. Их много, они хотят работать. Вот. Они изучают законодательство. Я очень надеюсь, что вот это вот движение, оно поможет подтолкнуть законодателей наконец-то к законотворчеству, как положено. Мы все рассматриваем.
Все, наши законодатели рассматривают Я все, понимаю. кроме проблем жилищных. Самое первое, это жилище. Почему у нас на слегах не работает кооперация? Да не верит народ. Их обманули уже в кооперации, в жилищном. И когда они будут верить в кооперацию? Когда у нас будет развиваться кооперация на селе? Извините меня, в Европе 400 и более лет кооперация работает. И успешно работает. Контролируется любое движение в жилищном строительстве. В производстве сельхозпродукции. У нас Ну, это не то, что вы работает. сейчас говорите, это понятно. То есть Это это просто вступление, ремарочка на получается, подумать. законодательных инициатив, получается, проверка как это, добросовестно, недобросовестно застройщик. Потом, как эта процедура сама работает, я понимаю. То есть это получается на то, что должно работать в перспективе. Как это должно работать? Хорошо. Но тут я вижу конкретные ситуации, когда людей уже конкретно обманули. Понимаете? Тут уже ситуация такая. И видишь, что сейчас давайте добавлю. Тут нужно, получается, это работать во всех направлениях. Да, то, что вы сказали, совершенно правильно. Чтобы не допускать в дальнейшем этих страшных ситуаций, нужно вводить новые законодательные нормы, там, требования и все остальное. Но тут в этой ситуации, то, что люди уже пострадали, это было давно, то есть нужно максимально стараться помочь уже пострадавшим людям. То есть чтобы государство, бюджет Республики Саха-Якутия выделил средства на обманутых дольщиков. На сегодня да, так. На сегодня из-за того, что наши депутаты Кылтуман во многом не работают, скажу честно, у нас целый отдел есть строительного контроля Кылтуман, он не работает, он не выдал. Вот за время моей лично, пока я председателем работаю, пока еще работаю, ну сейчас молодежь пришла, я передам эти права. У меня выводы очень лицеприятные. Ну, Ни одной законодательной инициативы толковой нет, направленной именно в людей. Ни в ЖС, ни в кооперацию. Только 214. Вот разрешили сверху колокольчиком. Вперед, работайте. Мы вас проконтролируем. 215 0 инициатив. ИЖС 0. 190 0. 193 0. А что им делать-то? Они пока доходят до суда и решения суда, там уже исполнять нечего. Нечего. Те, кто обманул, уже нечего, они все уже потратили, будем говорить. Вот. Но отсидел, вот, сколько мы посадили? Порядка 6 человек с помощью следственных органов в республиках. Кстати, у нас, надо сказать спасибо органам МВД и следствия, и отлично отработали. Ну, ваша ремарка совершенно справедлива, я вот понимаю, то есть мы с вами где-то обсудим, какие нужны законодательные, получается, процедуры, чтобы все это было. Ну, если будут правильно. еще передачи с Да. участием пострадавших, Да, давайте, ну, да, это надо делать. Тут Инициативу в можно. этих конкретных случаях, то есть обманутых дольщиков, то есть тут нужно, получается, тут люди-то что хотят? Люди хотят Пайщиков, пайщиков, вкладчиков, да. ИЖС. Да, они хотят, Дольщиков да, я понимаю, да. мы решили. Да, совершенно. Что люди хотят компенсацию получить. Да. То есть мы же живем все-таки при капитализме, все решают деньги в первую очередь, это у нас. Ну, вот я часто слышал мнение, и по сей день слышу, но они же сами виноваты. Там же боевые отношения, там же типа вложил там саморегулирующая организация, кооператив, там, допустим, или договор, который подписал Владимир Сергеевич с каким-то ИПшником. Он же сам виноват. Надо было смотреть. Ну, ему же дают согласие, то есть сама процедура не отрегулирована. Вы это хотите сказать, правильно? Ответственности тех, кто взял деньги Да, там, то есть это семьи. не регулируется, это раз, не контролируется, это два, там должны быть органы. Ну, это я понимаю, то есть это уже, наверное, все-таки будет тема следующей нашей встречи, где нужно вот эти правовые коллизии, там, эти недочеты, это все. И механизм. И механизм. Надо говорить о механизме. Спасибо, что нашли время. Мы постараемся вам помочь. Ну, мне было как-то интересно выслушать. Я на самом деле не знал, что все так плохо стоит. Дела в республике. Все перспективно плохо состоит, я бы так сказал. Особенно в сфере ИЖС. Очень перспективно и плохо. И имеется в виду перспектива в плохо, в минус. Если я, еще раз говорю, я просто устал работать председателем, я устал, ну, имею право на отдых, я отошел вообще сейчас. Вот Владимир Сергеевич будет управлять, дай бог, там, месяца через 2, там, даст согласие на председательство. Я, конечно, как юрист буду его поддерживать, составлять как раз инициативу. Я к чему? Я к тому, что если бы у меня хватило энергии и силы и желания еще всунуть нос в улусы, но я просто знаю, какое будет противодействие со стороны и органов управления, и все-таки, я думаю, давайте... Вы знаете, сколько мы найдем в ИЖС обманутых? Я понимаю, но это, наверное, будет все-таки тема следующего нашего. Следующего. Да, потому что все-таки формат видео, он, как его, с прямыми словами говорить, он все-таки не подразумевает то, что очень... Ну, это прямой разговор. Да, я Это понимаю. прямой, я надеюсь, никто ничего не вырежет. Это прямой, как есть. Понимаю. Нет, я понимаю, просто это можно разбить потом на части, вот я это имел в виду. То есть я не говорю о том, что не хочу от вас что-то услышать, просто я
в перспективе говорят. Вот, вот опять же, вот коллеги, согласитесь, вот мы не ругаем ни представителей партии, ни партии. Но мы смело, с позиции опыта и общественной значимости этих людей перед своими представителями. Ведь у каждого, вот у вас сколько человек? Ой, даже не сосчитать. Более 100 раз слушают, именно вас более 300. Владимир Сергеевич, вас также, да? То есть в целом-то вот в свое время, создав народный реестр, я не буду говорить цифры сам, у каждого из наших лидеров есть количество семей, которые имеют соседей, друзей, общения, там, так сказать. А вся республика опутана этими нитями ожиданий каких-то. Понимаете, вот от слова каждого зависит. Ну, я что хочу сказать. Вот до введения 444-го федерального местном самоуправлении ситуация с законодателями была такая. Я полагаюсь на новый период. Вот пришла молодежь, опять же говорю, вот по крайней мере мое, дай бог его, ваш оплот придет молодежь, и надо этому, так сказать, способствовать, чтобы молодежь пришла. А мы уже с опытом так чисто на законодательство прыгнем и будем помогать с этой позиции. Я полагаю, что только тогда, после введения, там 9-й месяц срок вступления, может быть, мы сможем контролировать именно депутатов как законодателей. На сегодня городское 0, депутатский корпус. Кто придет туда? Я смотрю списки кандидатов, ну не для этой передачи. Вот. Я не ожидаю там инициатив законодательных вообще. Ну, это все-таки, наверное, мы сейчас углубились, мы можем так вот... Ну как вы Я углубились? просто, я понимаю, что вы Подождите, хотите сказать. Я коллега. понимаю, что вы хотите сказать. Просто получается, сейчас у нас формат может быть слишком длинный. Вот вы извините, Нет, что- ну вы же вот некоторые вещи можете выразить. Что им не помогло? Не помогло и помогало кому-то другому отсутствие законодательных инициатив и должной работы депутатов, имеющих право законодательных инициатив. У нас собрание депутатов, как носитель воли народа, обязан создавать инициативы, облегчающие жизнь избирателей в данной ситуации, их выбрать. У нас даже процедура отзыва, она такая, настолько она там Ну, дерзко это касается, тупая. на самом деле, очень многих вопросов, то, что вы сейчас сказали. Одно это... Я говорю только о жилищном строительстве. Я не задеваю ни политику, ни власть, ничего, никакие проблемы. У нас вся Только власть, жилищную власть политику. такая получается. Мы, если мы их выбрали, потом после этого мы ничего не можем на это повлиять. Это касается, на самом деле, много всего. Ну, не знаю, республика. Ну, Вот министерства, Да, это очень обширно. они работают. Но если их будет кто-то контролировать по-другому, Да. по-другому. Ну, спасибо, что все-таки нашли время. Спасибо. Мы все-таки с вами будем работать в дальнейшем и будем стараться, чтобы максимально решить ваши проблемы. Контактами обменяйте, коллеги. Потому что эту работу надо продолжать буквально как дневник. Если сделать, то это будет актуально. Контактами обязательно, потому что